Здравствуйте! Вы смотрите программу «Закон, парламент, общество». В ближайшие полчаса я расскажу о самых значимых событиях недели с участием татарстанских депутатов. 13 февраля председатель республиканского парламента Фарид Мухамедшин в составе группы по подготовке изменений в основной закон страны принял участие в рабочей встрече с президентом России. Владимир Путин поддержал идею провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию в один из будних дней, при этом сделав его выходным. Организацией голосования займется Центр избирком на основании закона о выборах президента России. В рабочий день это правильно, но только объявив его выходным, но только с тем, чтобы, я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников, там, или первомайских, либо с новогодних. В рабочей группе, в состав которой от Татарстана входят Фарид Мухамедшин и завкафедрой Федерального университета Евгений Султанов, предстоит изучить в общей сложности более 500 поправок. Итоги проделанной работы поступят на рассмотрение в Государственную Думу, а всенародное голосование по изменениям в Конституцию должно пройти в апреле. По сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. Также на уходящей неделе председатель Государственного совета встретился с членами молодежного парламента и лидерами молодежных организаций. Встреча прошла в формате круглого стола и получилась динамичной, конструктивной и емкой. Молодые парламентарии передали Фариду Мухамедшину свои предложения по изменениям в основной закон страны, многие из которых руководитель Госсовета поддержал. Детали встречи в нашем сюжете. Обсуждая поступившие предложения, Фарид Мухамедшин остановился на поправках, повышающих роль местного самоуправления. В данном случае речь идет о четком закреплении налоговой базы за муниципалитетами для исполнения ими своих полномочий. Те мандаты, которые им передали по Конституции и по нашим действующим законам, некоторые мандаты передали туда, а финансово мандат забыли передать, не обеспеченный. И люди не верят в то, что можно что-то сделать. У них интереса нет расширять свою налоговую базу. Ну, собирает налоги, а ему кутарки остаются. Извините, что я не парламентски так говорю. А если бы мы оставляли и заинтересовали их, чтобы свою налоговую базу расширяли, привлекали там, значит, новых людей для трудоустройства, для заработной платы и так далее, местное самоуправление, оно вот как живой организм всплыло в Российской Федерации, и мы бы поддержали наше село. Также в рамках круглого стола прозвучали предложения о законодательном закреплении статуса молодого специалиста и принятии отдельного закона о государственной поддержке молодых семей. Поступают предложения о том, чтобы в Конституции роль молодежи в жизни общества тоже как-то конституционно где-то отразить, хотя они в федеральных законах есть, написано. Но сейчас варианты поправок, которые вот завтра мы будем обсуждать, наверняка появится и эта тема. Государственный совет. Новая структура в составе Российского федерального центра и органов власти. Какой она будет, какие полномочия у нее будут, кто ее возглавит, мы пока не знаем, поскольку этот федеральный закон разрабатывается. Нам еще не представили. Мы, конечно, должны будем исходить от того, что это будет за Государственный совет, какими властными полномочиями он будет наделен и какое место в будущей измененной Конституции, в какой главе, в какой статье конституционно будет он закреплен.
Важность общественного обсуждения поправок в основной закон страны, по словам Фарида Мухаммедшина, заключается в возможности их реализовывать не только в рамках Конституции, но и в федеральном или региональном законодательстве. В Государственном совете открывается весенняя сессия. Уже 7-е по счету заседание Республиканского парламента 6-го созыва состоится 20 февраля. Такое решение было принято на заседании Президиума Госсовета. В повестке дня 29 вопросов, в том числе 7 республиканских законопроектов, 2 законодательные инициативы Государственного совета, 12 проектов федеральных законов и законодательная инициатива собрания Ростовской области. Об этом и других парламентских событиях недели я расскажу в нашей постоянной рубрике. В первом чтении татарстанским парламентариям предстоит изучить изменения в республиканские законы о гарантиях полномочий муниципального депутата, о государственных наградах Татарстана, о свободе совести и религиозных объединениях, изменения в Семейный кодекс и закон об образовании. Также будут рассмотрены законопроект о гражданской обороне и вопрос об изменениях в порядке принесения присяги уполномоченным по правам ребенка. Планируется принять соответствующее постановление. Еще одно событие прошедших 7 дней. Председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин стал гостем парламентского урока. Сохраняя традиции, создаем будущее, посвященного столетию образования ТА СССР и 75-летию победы в Великой Отечественной войне в гимназии номер 1 города Чистополь. Глава парламента пообщался с гимназистами, рассказал о том, насколько важно хранить и передавать из поколения в поколение историческую правду, а также объяснил, почему в наше время каждому важно занимать активную гражданскую позицию. Познание своего родного края, любовь к родине, к малой родине. Вот эти темы звучали, и мы вот, выезжая в города, районы, села, деревни нашей республики, видели, как молодежь тянется, как учительство ответственно подходит и готовится к тому, чтобы этот урок врезался в память, нося воспитательный характер, нося такую миссию исторической памяти, закладывая в наши молодые души учеников, наших детей. Ну а сегодня вот эти уроки посвящены великому событию, конечно, 75-летию Победы. Я думаю, ни одна семья не может сказать, что так или иначе его родственники, родители, дедушка, бабушка не были связаны с этой великой победой, с этой войной, с ее тяготами и лишениями. Очередные заседания в Госсовете Татарстана провели парламентские комитеты. Депутаты из Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию проведут мониторинг 2 республиканских законов об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Комитет планирует проанализировать исполнение законов, провести правовую и антикоррупционную экспертизу, организовать встречи с населением, подрядными и управляющими организациями. По ходу выборной кампании 2019 года почти 60% наказов наших избирателей коснулось сферы именно жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства. Вот 2 таких судьбоносных закона для республики мы в течение года с вами очень плотно по графику, который мы вам всем отправили, предложили, должны отработать. И к концу года нам предстоит с вами достаточно серьезный доклад на сессии, их будет 2. Смыслом которым будет следующее. Законы республики работают эффективно или неэффективно, какие бы мы хотели коррективы внести в это законодательство и какие у нас есть по исполнению этих законов претензии к их исполнителям, правоприменителям и прочее. То есть достаточно большая такая ответственная работа. Смысл именно в этом. Подчеркиваю, как работают те законы, которые Государственным советом приняты ранее. Вопрос развития беспилотного транспорта и создания необходимой законодательной базы был рассмотрен на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Парламентарии одобрили проект федерального закона, подготовленный в качестве законодательной инициативы для внесения в Государственную Думу.
Для совершенствования систем высокоавтоматизированных автомобилей нужна практика, естественно. Они должны ездить по дорогам общего пользования, однако этому мешает правовой вакуум. Причем не только в России. Аналогичная ситуация сейчас во многих странах мира. В целях участия в создании правовых условий для дальнейшего развития инновационных транспортных средств распоряжением председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Карловичем Мухаммедшиным образована рабочая группа по разработке проекта федерального закона, направленного на регулирование использования таких транспортных средств на дорогах общего пользования. Важный информационный повод последнего времени – обсуждаемая в стенах Госсовета законодательная инициатива по внесению в Госдуму России проекта федерального закона об инновационных транспортных средствах. Действительно ли пришла пора законодательно регламентировать передвижение по нашим дорогам беспилотных автомобилей? Об этом в интервью с депутатом Госсовета Маратом Гадыевичем Галеевым. Было поручение председателя Государственного совета еще в 2018 году начать работать именно над проектом закона. Правительство Российской Федерации в ноябре издало постановление именно о проведении эксперимента по беспилотным транспортным средствам в Москве и в Татарстане. Ну, почему в Татарстане? Потому что в Татарстане, в частности, КАМАЗ и в Иннополисе непосредственно этой проблематикой занимаются вплотную. Они производители, КАМАЗ я имею в виду. И поэтому, ну, вот так выбор пал. А Иннополисе, соответственно, цифровые технологии, и там Яндекс также проводит эксперимент. По сути, сейчас в России ездят где-то более 90 транспортных средств в порядке эксперимента с тестированием, и даже для этого нужна нормативная база. Но дело в том, что мы должны вперед смотреть. Подходы к законопроекту, они в течение вот этих 2 лет изучались, что практика какая в мире, какие проблемы возникают. Там действительно достаточно много нюансов, которые должны поменять законодательство. И порядка 10 нормативных актов нуждаются, по сути, в дополнении, корректировке с учетом вот этих инновационных видов транспорта. Поэтому это вот проблема в развитии, и была организована рабочая группа, куда были привлечены, по сути, наиболее лучшие специалисты, которые занимаются этим. Это и с КАМАЗа непосредственно, есть Фонд безопасности движения, оттуда специалисты, из Иннополиса, юристы, как говорится, из разных ведомств, с тем, чтобы согласованно вести эту работу. Ну, мы это изучали, и сейчас, на сегодня, закон доведен, актуализирован до понимания этой проблематики сегодняшнего дня. Не исключено, что по ходу эксперимента будут там определенные корректировки, но здесь что можно сказать? Что, скажем, страхование транспортных средств, оно, естественно, будет подороже, потому что начинка электронная, она порой сопоставима со стоимостью самого транспортного средства. Это пока в экспериментальном порядке, это будет удешевляться. Многие спрашивают, для чего все это нужно? Человека именно заменять. Надо сказать, что любая новая технология, она внедряется только тогда, когда эффективнее прежней. И производительность труда, связанная с действием человека, особенно на дальних перевозках, новые инновационные беспилотники, они должны быть эффективнее и по цене, и по производительности. Только тогда это будет работать. То есть коммерческая целесообразность, до этого нужно дойти. Сулит, по сути, если все будет идти нормально, то беспилотник, он может круглосуточно ехать, по сути, тем самым окупая
стоимость транспортного средства быстрее, потому что человек по законодательству там, европейскому за рулем жестко отслеживается, не может сидеть там, ну, скажем, больше 9 часов. Ну, какая ответственность, у кого ответственность? Все это надо законодательно прописывать в случае, например, аварии. Испытания беспилотников говорят, что аварии, в принципе, случались. Там причины разные. Кто будет крайний? Вот. Ну, беспилотники по европейской классификации, они сейчас имеют 6 таких уровней, от 0 до 5. Нулевой – это когда 3 педали, ничего нет. Сцеплений и автоматической коробки нет. Ну, там более высокие уровни предполагают удержание в полосе движения этого средства. И 4-й уровень, где все в достаточной степени на автопилоте, но человек сидит в кабине, при необходимости будет вмешиваться. Вот 5-й, самый высокий уровень, это уже когда в кабине никого нет, но на земле есть оператор, который, ну как вот диспетчер, что ли, в аэропорту, который отслеживает движение, и на нем лежит ответственность, как себя ведут все беспилотники, за которым он контролирует. То есть это вот материальная ответственность, она в какой-то мере понятна теперь, за кем это должно быть. Ну, дело в том, что все это ведь нормативно никак не регулировалось. Вот законопроект, по сути, вот эти вот моменты учитывает. Ну, пока он рамочный, потому что эксперимент закончится еще через год только по постановлению правительства. И там уже будет вынесено конкретное решение о темпах внедрения этих новых транспортных средств. Ведь дело в том, что они будут выходить на дороги, где есть беспилотные, где пилотные. И здесь это особая, так сказать, проблема. Вот. Пока эксперименты идут в закрытых пространствах. Вот в Иннополисе ездят транспортные средства. Это достаточно там понятные маршруты. На КамАЗе начались тоже движения на территории предприятия. Ну, это пока вот опытная эксплуатация, но в дальнейшем, я думаю, не в таком уж далеком будущем это будет достаточно распространенным явлением. Я еще раз подчеркиваю, те, кто разрабатывают вот эту железную часть, они говорят, что нормативные документы должны уже быть. Но мне лично кажется, вот мы это отразили в законе, что Россия все-таки страна с достаточно сложными условиями движения в силу сезонности. Зима, лето, переходные сезоны, там гололед может образоваться в течение 20 минут буквально. Не было и есть. А беспилотник, он должен ехать с безопасной, максимально возможной скоростью. Поэтому в какой-то степени сертификации требуют и дороги, сами дороги. И такой постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия необходим. Но у нас сейчас все дороги с точки зрения контроля скорости, они, в общем-то, федеральные трассы достаточно хорошо оснащены. Параллельно с этими устройствами, контролирующими скоростной режим, возможно, появятся и устройства, которые будут осуществлять мониторинг состояния дороги в каждый данный момент с тем, чтобы скорость была оптимально высокой, но безопасной. Вот такие вот особенности, мне кажется, в России неизбежны, потому что сейчас, скажем, в Калифорнии ездит уже по общим дорогам достаточно большое количество беспилотников, правда, тоже в экспериментальном режиме, но там условия почти целый год почти не меняются. Я имею в виду погодные. То в России это не так. Мы это прекрасно должны понимать. Поэтому, мне кажется, особенности законодательства и регулирования всего этого должно быть учтено, как в техническом плане, так и в нормативном.
В рамках программы «Закон, парламент, общество» мы продолжаем рассказ о самых важных событиях из истории татарстанского парламентаризма. Все это наша новая рубрика, посвященная столетию образования ТАССР. Сегодня в центре нашего внимания деятельность Верховного Совета Татарии в годы Великой Отечественной войны. Первые выборы депутатов прошли в Татарии еще в довоенное время, летом 1938 года. В Верховный Совет ТАССР было избрано 143 депутата. Был сформирован президиум и 3 постоянные комиссии – законодательных предложений, бюджетные и мандатные. Президиум Верховного Совета возглавил Галей Абзалетдинович Динмухамедов. Основной деятельностью Верховного Совета в период Великой Отечественной войны была не только деятельность партийных и советских органов, а также деятельность, направленная на помощь фронту и городам, освобожденных от немецко-фашистской оккупации. В архиве сохранились документы. Это протокол первого заседания Президиума Верховного Совета под руководством Галея Абзаловича Динмухаметова. Он представлен здесь, на котором обсуждались вопросы о переносе сроков избирательных кампаний в связи с выбором депутатов, выбывших из Государственного Совета. Некоторые депутаты ушли на фронт воевать. Также рассматривались о борьбе с хулиганством, мелкими кражами на производстве, о состоянии разбора жалоб и заявления Совета депутатов от трудящихся, назначение народных комиссаров промышленности Татарской ССР и в продолжение борьбы с религиозным культом о закрытии церквей, мечетей и передаче их под культурные заведения. Экономика республики перешла на выпуск оборонной продукции. Одной из главных задач стало размещение, а затем и организация производства на эвакуированных промышленных предприятиях. Не отсиживаясь в кабинетах, председатель Верховного Совета Галей Динмухамедов лично выезжал на Калининский фронт. В зоне боевых действий он организовывал передачу подарков для бойцов Красной Армии, вел переписку с нашими земляками. В Государственном архиве Республики Татарстан у нас сохранилось письмо, написанное на татарском языке поэтом-героем Муса Джалилем, председателю Верховного Совета Динмухаметову. О своих впечатлениях о вечере Джалиль председателю Президиума Верховного Совета Динмухаметову из Москвы в письме от 23-42 года пишет: «В Казани товарищи, писатели, композиторы, артисты на редкость тепло встретили меня и проводили с большими почестями. Особенно рад я большому вниманию со стороны партии и правительства. Хотя мои заслуги и невелики, и я не достоин такого внимания и почета, я воспринимаю это внимание ко мне как наказ на будущие дела и переложу все усилия, чтобы оправдать это доверие. Все я это принимаю не только на свой счет, это забота о всей татарской советской литературе». Всего за годы Великой Отечественной с 1941 по 1945 из 143 депутатов Верховного Совета ТАССР 44 добровольно ушли на фронт. Остальные продолжали трудиться в условиях военного времени. Всего за годы войны в Красную Армию были призваны 12 из 27 тысяч депутатов Татарской АССР. Побывав в городе Орле и Орловской области, вскоре после их освобождения, депутаты Верховного Совета ТАССР организовали помощь пострадавшим районам. Из Татарии на Орловщину отправлялись десятки мирных эшелонов. Конкретная помощь, которую оказывала Советская Татария пострадавшим, заключалась в сборе продуктов питания, то есть это и зерно, и мясо, молочные продукты, кроме того, сельскохозяйственные инструменты, текстиль, одежда, валенки, теплая обувь. Ну вот все, чем можно было поддержать, все, что тогда производилось здесь у нас на территории республики, собирали и переправляли. Председатель Верховного Совета лично несколько раз выезжал в эти регионы.
В годы Великой Отечественной в условиях военного времени в Татаре состоялось всего 2 заседания Верховного Совета. К привычной сессионной форме работы депутаты вернулись уже после Великой Победы, сосредоточив усилия на преодолении послевоенных трудностей и разработке 5-летних планов развития ТАССР. Вот и все на сегодня. В следующем выпуске программы «Закон. Парламент. Общество» смотрите большой телевизионный репортаж с очередного 7-го заседания Госсовета 6-го созыва. До встречи в следующее воскресенье и до свидания.